Никогда еще христианское правительство, как называют его англичане, не было столь равнодушным к гибели такого количества людей. Да, вы можете стенать, но придет время, и мы узнаем, сколько людей погибло. И хотя политики могут изображать ложную тревогу и пытаться скрыть правду, придет время, когда Англия и весь мир узнают в пугающих подробностях о жалком управлении делами Ирландии, как и почему было позволено картофельной болезни довести народ до голода, болезней и смерти. Первый год голода английский премьер-министр сэр Роберт Пил импортировал из Северной Америки в Ирландию индийскую кукурузу на сумму в 100 тысяч фунтов стерлингов. Она была доставлена морским путем во все порты Ирландии, а затем перемолота в желтую муку, которая сыграла важную роль в сохранении жизни некоторых людей. Отец Луи Хенепин, первый европеец, описавший Ниагарский водопад, сделал самое раннее упоминание о европейском сельском хозяйстве в Онтарио. Он сказал, и индийская, и европейская кукуруза выращивались очень хорошо. Эта кукуруза использовалась в основном для выращивания свиней и кур. Прежде чем сэр Роберт Пил смог импортировать больше индийской кукурузы, ему пришлось отменить законы о кукурузе, защищавшие английских фермеров от ввоза дешевого иностранного зерна. У премьер-министра появилось много врагов даже в его собственной консервативной партии Тори. Помещичье дворянство Тори сделало невозможным продолжение помощи. Правительство Тори пало. Путь к формированию правительства Вигов под руководством сэра Джона Рассела был свободен. В XVIII веке Виги и Тори были противоположными политическими партиями. Виги придерживались крайнего протестантского убеждения, что правительство не должно вмешиваться в Богом данный свободный рынок. Предоставление бесплатного или даже субсидированного продовольствия ирландцам, как это сделал Пил, не одобрялось. Столкновение с реальностью и правдой также не приветствовалось. Доктрина Лаиссесфайре или предоставление экономики рыночным силам жестко проводилась в жизнь правительством Рассела. Рассел говорил: «Я заверяю членов Палаты представителей, что правительство не будет импортировать продовольствие из других стран. Мы считаем, что гораздо лучше оставить снабжение населения частному предпринимательству и обычной торговле. Политика невмешательства в торговлю может быть хороша в обычные времена. Но не тогда, когда картофельный голод стал бедствием, внезапно обрушившимся на Ирландию, без прецедента в мировой истории. Здесь не было торговцев. Неразумно полагать, что внезапно возникнут купцы и розничные торговцы, чтобы обеспечить потребности людей. Министры Ее Величества должны были нарушить жесткие, фактически неразработанные правила политической экономии, чтобы спасти население от ужасной смерти». Так писал Джордж Уильям Фредерик Вильерс, 4-й граф Кларендон, премьер-министру: «Я не в состоянии изменить взгляды Чарльза Вуда или сэра Чарльза Эдварда Тревильяна, которые говорили, что правильнее всего ничего не предпринимать для Ирландии и предоставить все как есть». Чарльз Вуд был канцлером казначейства, за которым оставалось последнее слово в вопросе о расходах на помощь голодающим. Он был убежденным приверженцем принципа Лаиссесфайре, как и его постоянный руководитель в казначействе Чарльз Эдвард Тревильян, сын англиканского священника и кадровый государственный служащий. Одним из его учителей был преподобный Томас Мальтус, который считал, что голод является превентивным средством сдерживания роста населения. Тревильян, всегда отличавшийся целесообразностью, сказал: «Все, к чему мы можем с уверенностью стремиться, это обеспечить жителям всех районов Ирландии возможность покупать продукты питания по существующим ценам, и если у них есть для этого средства, прекрасно понимая, что средств у них нет, и они умрут самой ужасной смертью». В Дублинском замке люди из офиса комиссара могли воочию наблюдать за разворачивающимися ужасами. Они знали, что в Ирландии нет сети розничной торговли продуктами питания и что ее невозможно создать из ничего. Ирландский министр сам признал, что во многих районах страны население было уничтожено, и сказал: «Каждый день мы слышим о том, что люди умирают от голода.
Я хочу знать, что же помешало министрам отправить хоть немного продовольствия в Ирландию, чтобы накормить голодающих здесь людей. Я всегда испытывал определенный ужас перед политическими экономистами, поскольку слышал, как один из них сказал, что, по его мнению, голод 1848 года в Ирландии унесет более 1 миллиона жизней. И этого едва ли будет достаточно, чтобы принести пользу. Какую пользу он имел в виду? Однако Тревельян просто опасался, что помощь Ирландии может повредить экономическим интересам Англии. Он сказал: «Бесполезно переносить голод из одной страны в другую. Меня нисколько не ужасает то, что ваши ирландские арендаторы умирают. Это, по-видимому, необходимая часть процесса. Мы не должны жаловаться на то, что мы действительно хотим получить устойчивые, прибыльные поместья. Но, как справедливо заметили вы, мы должны сделать все, что в наших силах, а остальное предоставить Богу. Я надеюсь, что если здесь есть католические священники, то они разъяснят это. Бедным людям тяжело от того, что они не знают, что страдают от Божьего промысла». Первый год голода английское правительство приступило к общественным работам. Заплатив половину стоимости, были построены дороги в Фермае, графство Корк. Крутые холмы с каждой стороны города были срублены, чтобы оставить высокие пешеходные дорожки, которые до сих пор так характерны для города. Заработная плата в размере 6, 7 и 8 пенсов в день с питанием была намеренно настолько низкой, что никто из тех, кто мог найти другую работу, не согласился бы работать по государственной программе. Лишь часть обездоленных могла получить работу. В августе 1846 года правительство Рассела приняло закон о трудовых тарифах, призванный переложить расходы на общественные работы на ирландские тарифы. С таким же успехом можно было издать указ о всеобщем голоде и полностью прекратить поставки продовольствия. Сельские районы Ирландии до сих пор усеяны остатками работных домов, созданных в результате принятия в 1838 году закона о бедных Ирландии. Разработчик закона Джордж Николс признал, что его целью было не столько облегчить страдания ирландских бедняков, сколько предотвратить их переезд в Англию. Рабочие дома оплачивались по местным тарифам и были сделаны максимально неудобными, чтобы ни у кого не возникало желания туда попасть. Тем не менее, в 1849 году в работных домах содержалось около 1 миллиона человек, что дает представление о деградации ирландского народа. Во время голода работные дома были для многих единственной альтернативой голодной смерти, но прежде чем попасть в них или получить какую-либо пищу, необходимо было отказаться от прав на землю площадью более четверти акра. Арендаторы знали, что по гельским законам они владели своей землей. И когда случалось, что работные дома закрывались из-за нехватки денег, заключенных, мужчин, женщин и детей, выбрасывали на обочину дороги умирать.